Более 1 миллиарда рублей федеральных средств выделят на борьбу с лесными пожарами в Якутии в следующем году. Такое решение приняли на Совете под председательством полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Обсуждали подготовку к сезонам пожаров и паводков. По нашей республике увеличено финансирование на охрану лесов от пожаров на 1 миллиард 170 миллионов рублей. Из них на тушение лесных пожаров направят 309 миллионов, 640 миллионов выделят на финансирование авиапатрулей. Кроме того, наберут дополнительно более 180 авиадесантников. Отметим, что на Совете глава Якутии Айсен Николаев выступил с инициативами, которые должны помочь при тушении пожаров в будущем. Подробности у нашего СОБКОРа в Москве. Максима Кардозу. Обычно подобные советы проходят в разных городах Дальнего Востока. В этот раз губернаторы собрались в столице. Это позволило максимально увеличить присутствие федеральных чиновников и обсудить важные для региона вопросы на самом высоком уровне. В рамках встречи подвели итоги 6-го Восточного экономического форума и объявили о начале реализации поручений президента. Улучшение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока, повышение транспортной доступности, повышение качества жизни людей. Мы уже приступили к выполнению поручений Владимира Владимировича. Но самой актуальной для Якутии и других субъектов округа стала тема дополнительного финансирования регионов Дальнего Востока на охрану лесов от пожаров. У нас выступал министр природных ресурсов и экологии Александр Александрович Козлов. Он говорил о том, что существенно, почти в 2 раза возросли финансовые средства, которые будут выделены на борьбу с пожарами. Но там надо еще тоже много что сделать, в том числе в нормативных актах. Мы обсуждали, что надо сделать для того, чтобы дать возможность муниципалитетам создавать защитные полосы вокруг городов и населенных пунктов. Глава Якутии Айсен Николаев в рамках Совета представил инициативы, которые просто необходимы в борьбе с огнем и смогут применяться в самых разных регионах. Все они были поддержаны вице-премьером и представителями профильных министерств. Мы предложили ряд изменений и по методике определения введения чрезвычайной ситуации, чтобы чрезвычайная ситуация объявлялась не когда там уже будет много леса гореть на нескольких территориях, нескольких регионов, а именно уже на территории одного региона, когда большой пожар можно было бы объявлять федеральной ЧС. Второе – это упрощение использования вертолетов при тушении лесных пожаров. Там тоже есть свои нюансы. Ну и вопросы, связанные с противопожарными разрывами. Финансирование на тушение пожаров в Якутии в 2022 году увеличено на 1 миллиард 170 миллионов рублей. Кроме того, во время Совета было одобрено решение о начале строительства в следующем году противопаводковых сооружений у поселка Верхневилюйск по реке Вилюй. На эти цели будет выделено 700 миллионов рублей. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва.